Здравствуйте, с вами журналист Олег Жилнин и телепрограмма «В зоне особого внимания». Я собрала денег, чтобы вы могли иметь свои маленькие домики, скот, пищу, одежду и прекрасную церковь. Сестра милосердия Кэт Марседен. Я о чем? В Общественной палате Республики Саха-Якутия прошло 3-е пленарное заседание. По итогам пленарного заседания было принято обращение. Обращение связано на том, что мы, признавая преемственность поколений, связь поколений, историческую память, обращаемся в том числе к молодежам, жителям Якутии, укрепляя те традиции, которые у нас есть и в стране, и в нашей республике Саха-Якутия, в соответствии указа президента Российской Федерации об основах государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских ценностей, объединиться, консолидироваться и поступательно развиваться во взаимодействии власти и общества. Существуют способы, методы взаимодействия, потому что только если мы все будем вместе, это власть и население, жители улусов, жители городов, сел, только тогда выйдет общая какая-то работа, ну и все трудности, сложности мы сможем преодолеть. Членов Общественной палаты сильно заинтересовал доклад Натальи Кашперской о ценностях общества Якутии. Ценностные ориентиры в обществе – это те ценности, которые определяют поведение и мировоззрение каждого из нас, формируют общие нормы и правила. Потому что они регулируют наше поведение, и мы иногда понимаем, что то, что мы с вами делали 10 лет назад, сейчас уже недопустимо. Они позволяют нам сделать собственную самооценку и понять, правильным ли путем мы двигаемся. Именно с этой целью, уважаемые коллеги, была разработана в нашей республике Декларация ценностей государственного управления в Республике Саха-Якутия. Мы декларируем единые ценности, следуя которым создаем лучшее будущее для Якутии. Я вам скажу больше, они уже выработаны. Обратите, пожалуйста, внимание на экран, вы видите, что все подписи управленческой команды нашей республики здесь есть. И определены 5 из них. Это человечность, единство, результативность, патриотизм и справедливость. Итак, человечность. Конечно, мы заботимся о каждом человеке. Сегодня те доклады, которые были, они так или иначе говорят об этом. Мы заботимся о каждом человеке, мы проявляем понимание и участие. Все решения принимаются во благо человека, и мы создаем атмосферу взаимного уважения и сотрудничества. Вторая ценность – единство. Мы работаем в команде. Конечно же, доверяем друг другу и открыты в общении. И также поддерживаем общественные инициативы. Третье – результативность. Мы несем ответственность за свой вклад в общее дело и готовы к изменениям. И постоянно повышаем свой профессионализм. Проявляем волю и решимость для достижения лучшего результата. Четвертое – это справедливость. Мы признаем и уважаем права и достоинства каждого человека, гарантируем законность действий и принимаемых решений, и по достоинству оцениваем труд каждого человека. И пятое – это патриотизм. В рамках последней ценности реализуется один из проектов, который в нашей республике запускается буквально 16 июня. Это кадровая программа «Якутия. Земля героев». Как вы услышали, ценностей Якутии их всего 5. Но одна из главных, которая меня сейчас интересует, это справедливость. В управе микрорайона Марха состоялась встреча окружной администрации и членов садового некоммерческого товарищества «Сатал». Мы уже рассказывали о том, что Верховный суд встал на сторону членов садового некоммерческого товарищества. В августе 2024 года здесь было собрание, и нам власти заверили, что надо найти участок для соцобъекта, и все, вас всех переведем в садовое. Но не тут-то было. Все у нас арестовали. Документы, счета, участки. Заявили, что мы самозахватчики, что дома наши будут снесены. И начался процесс судопроизводства. Тогда ныне законно избранный председатель Лухачевской Евдокии Васильевны, членов правления и грамотным действием юристов Алены Николаевны Сосолятиной
Шарданы Константиновны Тополяровой и Ольги Николаевны Сагыдаевой, наконец мы добились того, что 29 апреля Верховный суд признал незаконным отнесение наших участков в зоне С1. В связи с этим стоит вопрос о снятии ареста со счетов из земельных участков и оперативного решения изменения ПЗЗ наших участков. К сожалению, вот те проблемы, которые накопились, сейчас говорим о спорных по территориях, да? 9, 10, молодежный, 11 кварталы. Годами назревшая проблема, ее нельзя было решить одним росчерком пера. К сожалению, как бы этого не хотелось. Закон не позволяет этого сделать. Почему так получилось? Смотрите, сейчас возбуждено, расследуется уголовное дело по превышению полномочий, если не ошибаюсь, за бездействие, которое привело к этому. В этом разбираются правоохранительные органы. Так же, как правоохранительные органы разбираются и по нескольким уголовным делам в отношении бывшего председателя. Почему такая ситуация сложилась? Мы 8 лет ходили в мэрию. Получается, ходили, как будто бы про 9 квартал все знали. И раз тебе в суд подали, как будто бы они не знали ничего, как будто мы сами газ себе провели, свет провели и жили. Дом построили. Тогда сейчас какие шаги? Как будто бы это было, как, знаете, как нож в спину. Вот поэтому и возбуждено, расследуется уголовное дело. Куда все смотрели? Поэтому вот конкретно ответьте, вот ПЗЗ решили... Сроки можете обозначить? Что делать, что делать будем мы? Все. Решение Верховного суда вступает 6 июня. А у нас сессия Якутской городской думы 11 июня этого года, летом. А регламенты по подаче документов от окружной администрации в адрес Якутской городской думы это 30 дней. У нас рассмотрение на сегодня, по ситуации по сегодняшнему дню будет, если не ошибаюсь, 11 сентября. Следующая сессия. Что мешает подать завтра материалы? Что мы тогда успеваем 30 дней. И до конца июня вы можете внеочередную сессию депутатов сделать. Что мешает мэрии завтра же передать депутатам? И 30 дней пройдет, мы успеем. Давайте договоримся так. Вы, как руководство СНТ Сатала, отработаете с окружной администрацией. Как только к нам документы поступят, мы не против рассмотреть его. Можете заявление писать и своим жителям тоже сказать, чтобы в адрес департамента градостроительства и архитектуры написали на изменение зону на ПЗЗ. Нет, мы Сатал первоочередном все равно будем смотреть ваши, чтобы успеть в сентябрьской сессии. Пока вот эти дела, они из судов городского суда по самострою не отзовут, а они могут отозвать просто так. Правильно? Да, вы же можете. Поэтому давайте мы все-таки попросим окружную администрацию, чтобы они на этой неделе отозвали. Да. Давайте попросим, похлопаем. Как думаете? Тогда люди смогут... Тогда 30 дней мы на публичку ПЗЗ, 14 дней обсуждение проекта планировки территории. Да, мы ускоренным темпами будем отрабатывать. Это неоспоримый факт, я думаю, что. Но возможно, что некоторые все равно не успеем. Объем очень большой. Правила землепользования, застройки и параллельно еще ПТП делать. Даже в нашей простой ситуации мы еле-еле справляемся с объемами, да? И плюс еще резко... Еле-еле справляетесь. Объем очень большой. То есть вы отказываетесь? Нет, мы не отказываемся. Я же сказал, мы первоочередную Сатал будем рассматривать. Вот они же хотят, чтобы мы поставили точку жирную, правильно? Да. Мы благодарим окружную администрацию города Якутска за встречу с членами садово-некоммерческого товарищества «Сатал». И хотелось бы, чтобы они отозвали свои судебные иски к этим членам. Тогда дело пойдет еще быстрее и в интересах все-таки горожан и жителей столицы. Мы продолжаем обсуждать проблемы садоводов Якутии. На отчетном собрании садоводов прозвучал вопрос садово-некоммерческого товарищества «Ленские зори».
Сон Ленские зори, да, мы вступили в членство в 2018 году и планировали здесь строиться, построить дачку. На дворе 2025 год, за это время уже мой муж с 2022 года служит, воюет в СВО, да, и мы не можем документально оформить эти участки на собственность. Дело в том, что товарищество 5 лет не может получить документы на свои земли. Так, у нас проект был сделан в 2018 году и запустили на утверждение в окружной администрации. На согласование границ ранее существующих сот по законодательству 20 дней. И она до сих пор у нас не согласовывается, в результате чего появились желающие сесть вот на наш проект и утверждать, что это тоже их территория. Что этот проект в 2020 году был утвержден, как должно выйти просто распоряжение в течение 3 дней. Но, как видите, с 2020 года этот проект почему-то не утверждается. Тут нужно просто одно распоряжение, чтобы вышло. Недавно состоялось выездное совещание на территории этого товарищества. За весь период согласования наших границ СОПК Ленские зори окружная администрация в первый раз выехала с выездным совещанием посмотреть спорные вопросы. И спешу сообщить, что совещание, которое состоялось у заместителя главы Антона Алексеенко, ему за это благодарность, где были обсуждены проблемы садового некоммерческого товарищества Ленские зори. И на сегодняшний день принято решение, что Ленские зори должны привести систему координат своей земли, и потом будет запущено распоряжение окружной администрации о том, чтобы выдать наконец-то документы для этого товарищества. А чиновникам окружной администрации города Якутска хотелось бы сказать, надо работать порезультативнее. Дело в том, что сейчас выдаются земли участникам специальной военной операции и многодетным семьям по жеребьевке. Но есть одна проблема. В декабре состоялась первая выдача документов на участки, и они должны через МФЦ их оформлять. Но до сих пор не могут получить документы на свои участки. При этом нет объяснения, в чем проблема. Поэтому хотелось бы сказать чиновникам в окружной администрации: благородное дело делаете согласно указа главы республики, но надо дело доводить до конца. С вами был Олег Желнин. До скорой встречи.